Здравствуйте, друзья! У нас сегодня уже 5-я лекция. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Видно нормально? Да, хорошо видно. Очень хорошо. Итак, мы читаем сейчас курс «Введение в фундаментальную экономику». Почему именно фундаментальная экономика? Не общая, не какая-то более конкретная экономика, а именно фундаментальная, то есть основополагающая. Потому что те законы, которые я озвучиваю, это в конечном итоге фундаментальные законы природы. Фундаментальные законы организации. Фундаментальные – это значит независящие от человека. Эти законы. Точно так же, как законы Ньютона, например, в физике, они не зависят от человека. Они работают вне зависимости от того, знают о них, не знают о них, значит, умеют ими пользоваться или не умеют ими пользоваться. Вот приблизительно такие законы я и пытаюсь озвучивать на наших лекциях. Ну и, собственно говоря, вы, если вспоминаете эти предыдущие лекции, то там, например, не было там подход «придумываем такое». Коль скоро я все-таки физик по своей основной специальности, поэтому как раз и упор делается именно на объективные законы, по которым живет в конечном итоге мир, вне зависимости от того, как это все трактуется и определяется. Итак, сегодняшняя лекция – общественной формации и капитализм. Это очень важный вопрос, потому что действительно, мы знаем, что существует капитализм, существует социализм, хотя последние многие подразумевают вот, якобы гипотетический такой строй, как коммунизм, да, собственно говоря, и все. Причем нам более или менее понятно, что если мы, например, живем в капиталистической стране, то мы живем по законам капитализма. Если в социалистической стране, то по законам социализма. Что это за законы, как они, чем они отличаются принципиально друг от друга. Принято считать, что якобы формации отличаются друг от друга в форме собственности. А иначе, иначе говоря, например, при капитализме считается собственность частная, при социализме собственность общественная. Вместе с тем, такой критерий, он является далеко не полным. Но в самом деле, например, в развитых капиталистических странах существуют все формы собственности. Существует очень мощная общественная собственность, до 40%. Существует коллективная собственность, существует личная собственность. Например, при госкапитализме собственность принадлежит на самом деле государству при госкапитализме, но все равно он остается капитализмом. Как, вот существуют ли какие-нибудь объективные подходы, объективные основания, чтобы можно было вот к этим общественным формациям относиться каждый по-своему? Для того, чтобы вот это вот определить, мы сейчас вернемся с вами к дереву организации, которое мы уже с вами рассматривали. То есть существует руководитель, если взять завод, заместители, цеха, причем все это вот процесс разделения труда. Если смотреть на эту картину сверху вниз, и если смотреть снизу вверх, то получается кооперация. То есть существует два кардинально разных способов организации общества. Причем они даже не разные, они разные диалектические. То есть, с одной стороны, оказывается, что нет разделения без кооперации, с другой стороны, нет кооперации без разделения. И тем не менее, у каждого из них существуют вполне определенные конкретные качества, о которых мы говорили уже. Теперь понятно, что вот горизонтальные связи, они предназначены для рыночного товарообмена. Ну, внутри цеха, как завода, который показывал этот рыночный товарообмен, естественно, не может быть налажен.
потому что полностью отсутствует конкуренция. Никто не будет, например, устраивать 5 цехов одного и того же оборудования, чтобы организовать между ними конкуренцию. Вот. А вертикальные связи – это разумно управляемые административные связи. Мы на предыдущей лекции подробно описывали вот особенности этих связей и их сравнительные характеристики. Поэтому сегодня мы просто повторим для того, чтобы вот напомнить эти основные принципы, каковы качества, например, рыночного механизма управления. Достоинство рынка. Он является инструментом самоорганизации общества и обеспечивает разделение труда, защищает интересы отдельных хозяйственных субъектов. Вот это достоинство рынка. Второе. Внедряет конкуренцию, минимизирует затраты, увеличивает количество товаров, их разнообразие и качество. Третье. Ликвидирует слабые хозяйства. Вот, прекращает выпуск устаревшей продукции, препятствует использованию отсталых технологий, станков и оборудования, внедряет эквивалентность в хозяйственные отношения. То есть, сами понимаете, что без вот таких качеств никакая экономика нормально работать не способна. В то же самое время у рынка есть вполне определенные генетические, я подчеркиваю вот это вот, присущие ему недостатки. А именно, он является далеко не универсальным. Например, с помощью рынка нельзя управлять монополиями. Он не способствует установлению справедливых цен на лекарства, продукты питания, жилище, одежду, то есть на витальные предметы потребления. Потому что на них в большей степени влияет острейшая необходимость, чем просто обыкновенная потребность. Хочу – куплю, хочу – не куплю. Второе. Рынок не способен работать в форс-мажорных обстоятельствах. Он плохо работает при удовлетворении общественных потребностей. То есть, например, с помощью рынка не может быть сформирована армия, наука. Он не может быть главным при управлении наукой. Хотя у нас сейчас сделали и науку, и образование, по сути дела, и медицину в качестве обслуживания, что является совершенно противоестественным. Рынок не может управлять культурой. Его нельзя использовать при установлении средств массовой информации, потому что мы отлично понимаем, что продажная правда – это ложь. Рынок нельзя использовать для воспитания молодого поколения. Он здесь просто неприменим. Третье. Если используется рынок, рыночный механизм, тогда индивидуальные потребности людей удовлетворяются лучше, чем общественные потребности. То есть, да, вот для того, чтобы пищу купить или прочее, индивидуальные потребности, они могут удовлетворяться с помощью рынка. А вот, например, наладить общественное производство, например, организовать науку, образование, оборону с помощью рыночных механизмов невозможно. Для этого поэтому используются для финансирования налоги. Кроме того, сам по себе, если рынок отпустить, он инициирует инфляцию. При этом цены перестают отображать себестоимость товаров и их полезность. То есть производство утрачивает всякую логику развития. При совершенствовании экономики, при использовании рыночного механизма, не растет свободное время людей, как должно было бы оно быть, а появляется безработица, то есть лишние люди. Кроме того, при рыночном ценообразовании не учитываются природные ресурсы, что приводит к вымыванию ценностей природы, к паразитизму человека на природе. Вот. Рынок эксплуатирует самые низменные инстинкты людей. Он жесток, безнравственен, бескомпромиссен, не ведет к достижению социального равновесия, содействует расизму, биологически сильно по отношению к слабым. Вот эти качества рынка являются объективными. Причем я уже не говорю о базаре, мы о нем сейчас говорить не будем.
То есть, иначе говоря, когда полностью отсутствует какой-нибудь порядок и логика. А это рынок, нормальный рынок. Вот эти качества являются объективными. Они не зависят от того, знают их, не знают. Они все равно работают. Рассмотрим точно так же административное управление. Его достоинство. Оно вводит разумное начало, то есть способствует кооперации труда, координация усилий различных хозяйственных субъектов. Хорошо, значит, используется для организации, для обеспечения коллективных и общественных интересов. Вот. Администрация связывает, согласует интересы производителей и потребителей, личностей, коллективов и общества, страны и ее регионов, организует взаимодействие участников хозяйственного процесса, делает государство единой самосогласованной структурой, управляет общественной собственностью, концентрирует ресурсы, регулирует цены монополистов. Вот это можно сделать только с помощью рынка, администрации. Отраслей хозяйства. Вот он способствует тому, что витальные предметы потребления уже управляются потребностями людей, а не спросом. Рынок хорошо используется или администрация для управления наукой, образованием, здравоохранением, воспитанием молодого поколения. Он работает хорошо в форс-мажорных обстоятельствах, при удовлетворении общественных потребностей. Но в самом деле, возьмем, например, такую экстремальную организацию, как КАРП. Представим себе, что она управлялась рынком. Вот вызрел, получил определенную бзду, попал, значит, куда-то получил, пошел в атаку, все, заплатите мне по таксе. Естественно, так никакая армия воевать не сумеет. Администрация решает национальные, культурные, информационные и социальные проблемы, защищает этнокультурный и нравственный реал проживания людей, всех народностей и возрастных групп. Вот это может делать только администрация. И в то же самое время у нее есть очень генетически присущие ей недостатки. А административное управление способствует возникновению бесправия, пассивности большинства и самодовольства тирании власти. Власть превращается в синекуру, не способна быть адаптивным, самосостоятельным, перестраиваемым организмом. При этом ответственные посты получаются не путем отбора по деловым, профессиональным, интеллектуальным или нравственным качествам, а в виде платы за какие-то услуги. Отсюда формальные лидеры общества и истинная ее элита не совпадают зачастую друг с другом, поэтому нами управляют неизвестно кто, неизвестно по каким параметрам они получили власть и почему они имеют право моральное либо еще какое-то управлять нами. В результате при наступлении форс-мажорных обстоятельств, войны, стихийное бедствие, социальные потрясения, властные структуры часто теряют контроль, хотя и предназначены для этого. И их спешно приходится менять теми, кто способен эту проблему разрешить. Так было во время войны в 1941 году, когда прославленных маршалов там Ворошилова, там Буденного, Кулика, вот пришлось спешно менять на тех, которые по-настоящему способны воевать. Вот это опять-таки генетические качества административного управления. При этом, если мы посмотрим, например, сравним рыночные административные связи, оказывается, что там, где сильным является рынок, плохо работает администрация. Там, где хорошо работает администрация, плохо работает рынок. В этой связи давайте рассмотрим одно дерево организации, вот одну ячейку дерева организации, типовую ячейку дерева организации в различных условиях. Вот у нас здесь обозначена администрация вот этим коричневым цветом, а зеленым какие-то отдельные предприятия. И, естественно, как мы уже говорили, между ними бывают горизонтальные связи, товарно-рыночные, и вертикальные. С этой точки зрения рассмотрим капиталистическую формацию.
Значит, при капитализме очень сильно, значит, превалирует частная собственность. А частная собственность – это что такое? Это можно любое начальство, на него не обращают внимания. Отсюда административное управление ослаблено при капитализме. И в результате в основном капиталистическая экономика управляется только товарно-рыночными связями и плохо управляется администрацией. Отсюда все достоинства и недостатки рынка перечисленные, они полностью относятся к капиталистическим странам. Важный момент. Как только мы видим, что превалирует рынок, значит, все достоинства и недостатка рынка проявляются, а администрация проявляется слабо. То, что она должна делать. Возьмем социалистическую формацию. Здесь наоборот. Очень сильные административные связи. И слабые были в Советском Союзе товарно-рыночные связи. За прямые товарные сделки, например, директора предприятий попадали в тюрьму. Поэтому очевидно, что это, получается, вот такая формация, она в себе заключает все характерные преимущества административных связей, которые я перечислял выше. Достоинства и недостатки. Я перечислял их, повторять не буду. Но это генетические качества вот такой организации. Но понятно, что если, например, взять при капитализме, вертикальные связи слабые, но если они слабые, появляется теория, давайте их ликвидируем вообще. И появилась либеральная модель управления, которую нам активно пытаются внедрить. Работает только рынок. Никакое административное управление не работает. Вот это и есть суть либерального управления. Обратный процесс давайте посмотрим. Например, если вообще убрать товарно-рыночные связи, то получается коммунистическая организация по Марксу. То есть деньги отсутствуют, товарно-рыночные отношения прекращаются полностью, все управление осуществляется администрацией полностью. Понятно, что вот либеральная и коммунистическая в марксовском описании формация, они являются крайними, и как всякие гротескные системы, они являются неработоспособными, крайне нежизненными и, в принципе, существовать не могут. Мы уже говорили, что не бывает, например, разделения без кооперации. То есть в либеральной экономике только разделение труда, кооперация отсутствует. В коммунистической по Марксу только существует кооперация и отсутствует разделение труда. Сами понимаете, обе эти формации являются нежизнеспособными. Именно поэтому попытки впрямую строить коммунистическую организацию, которая предпринимала в Советском Союзе, вот, особенно в поздний период, вот, еще в раннем социализме, в сталинской экономике, это было не так. Там были, в общем-то говоря, более грамотные руководители, поэтому как раз пытались в социалистической экономике укреплять товарно-рыночные связи уже. Поэтому была и коллективная собственность и так далее. И тем не менее превалированием было вот такое. Итак, я повторяю, вот не чисто либеральная, это мечта наших либералов, не чисто коммунистическая организация в той форме, которая она описана Марксом, они невозможны. Что у нас случилось в 1991 году? Вот была социалистическая организация, ввели частную собственность и ликвидировали, практически ликвидировали административное управление. Что мы получили? Мы получили плохо работающие административные связи и также плохо работающие товарно-рыночные. То есть это экономика совсем особого типа. То государство, в котором мы сейчас живем, это не капиталистическое, это не социалистическое, хотя признаки социализма и капитализма в ней присутствуют. Например, и частная собственность, вроде, вы понимаете, институты. Тем не менее,
Значит, рынок как следует не работает, потому что финансовая система разрушена и работает вне всякой логики. Мы об этом будем подробно говорить. Ну а если не работает как следует ни административные, ни рыночные связи, а они же в природе всегда существуют, итог в результате в нынешней неоколониальной экономике проявляются только недостатки и рыночных, и административных связей, а достоинства их не просматриваются. Представляете, да? Это совсем другая история. Поэтому попытки вот в экономике неоколониальной, понимаете, каким-то образом строить социалистическую экономику, то есть вернуть все-таки административное управление, что сейчас делается, но они все связаны друг с другом. Поэтому какие-то успехи здесь вот в правительстве Мишустина, Белоусова, кое-какие появляются элементы. Тем не менее, все равно в экономике неоколониальной, которая сейчас построена, вот она как раз не проявляются только недостатки и рыночных, и административных регуляторов. Поэтому если мы ведем вот к этой таблице недостатки рынка, если вернемся к этой, недостатки администрации, вот они все проявляются в этой экономике, в которой мы сейчас с вами живем. Это особая экономика. Поэтому, когда на конференциях очень многие ученые говорят, вот вроде бы в развитых странах вот нужно вот это употреблять, и тогда будет все нормально применять. Вот они полагают, что вот наши бизнесмены такие глупые люди и не знают, где для них польза, где вред. И поэтому, когда появляются вот такие ученые-мужи и говорят, вот идите туда, и они вроде бы, если начнут, то будет идти лучше. Ничего подобного. Это совсем другая экономическая организация, не похожая ни на капиталистическую, ни на социалистическую. И поэтому законы в ней работают совсем другие. Почему она названа неоколониальной? Ну, вначале, когда я начинал это разрабатывать, это было конец 90-х годов, вот такую систему, вот, я ее называл криминальной, потому что наиболее часто встречающаяся. Здесь она не может работать без криминального элемента ни в товарно-рыночных, ни в административных связях. Но последовала серьезная критика, когда, в общем, многих товарищей из нынешней власти такое деление оскорбляло. Поэтому я ввел понятие экономика неоколониального типа. Почему неоколониального? Да просто это вот такую именно форму организации приняли колонии, которые до этого были, именно неоколониального типа. И поэтому можно сказать, что это, по сути дела, новые колонии. Именно данную форму приняла сейчас нынешняя Россия. Практически все постсоветские страны. Вот именно такую форму. Естественно, что это самая плохая форма организации, которая может быть. Возникает вопрос, а что же хорошо? А хорошо вот наверху гармоничная экономика, когда прекрасно работают горизонтальные связи и хорошо работают вертикальные. Взаимное компенсирование недостатки друг друга. Очевидно, что в такой гармонии любой специалист по управлению скажет, что именно вот такая система, она будет работоспособна. Именно вот эта форма. Но тогда уже совсем другие работают понятия. Уже в таком случае недостатки рынка компенсируются администрацией, недостатки администрации компенсируются рынком. И, естественно, в результате вот достоинства и рыночного, и административного механизма будут проявляться наиболее полным образом, а недостатки их будут скомпенсироваться. То есть это наиболее совершенная организация, именно к ней нам и нужно стремиться. Интереснее всего, что в настоящее время тенденция как раз превращения любой экономики именно в экономику последнего типа сейчас очень активно проявляют
проявляют капиталистические страны. Активно всякого рода санкциями, понимаете, биржевыми спекуляциями и так далее разрушается товарно-рыночные отношения, и в результате даже развитые, самые развитые страны начинают приобретать именно форму неоколониальную. То есть это самая распространенная в мире сейчас форма государственной организации. Самая распространенная в мире. Тем не менее, если еще наука капиталистической экономики есть, социалистической есть, то неоколониальной экономики и на науке, по сути дела, нет научных разработок. По каким она законам, правилам работает, совершенно не ясно. Полный хаос. Возникает вопрос. Неужели, например, вот эта вот гармоничная форма организации неизвестна в мире? Да ничего подобного. Она известна в мире. Она, собственно говоря, в теории разработана достаточно неплохо. Вот, существует такая теория конвергенции, то есть считается, что если капиталистическую и социалистическую форму хозяйства наложить друг на друга, тогда получится фактически вот такая экономика, ее называют экономикой смешанного типа. Именно такая экономика сейчас реализована в Китае, экономика смешанного типа, когда капиталистическая форма и социалистическая накладываются механически друг на друга. В других странах, например, в Индии, в той же самой Южной Корее, очень много качеств, которые говорят о том, что они перешли к экономике смешанного типа. Тем не менее, несмотря на то, что преимущества здесь получаются значительные при такой организации, тем не менее экономики и Китая, и других стран, они сохраняют и достоинства, и недостатки и рыночных, и административных регуляторов. То есть здесь получается полное наложение. Это, в принципе, прогрессивно дает лучше, чем вот такая односторонность. И тем не менее это не дает совершенную организацию. Естественно, возникает вопрос, ну а главное ведь не просто форма организации, а каковы их потенциальные возможности. То есть, если мы хотим жить в какой-то экономике, все-таки, например, может быть, пусть капиталистическая, но народ, допустим, живет хорошо, зажиточно, все замечательно, либо социалистическое, социальное государство, все прекрасно, хорошо. Мы же не о названии говорим. А здесь обратим внимание, что как только у нас в 90-е годы стали строить неоколониальную экономику, тогда продуктивность всего хозяйства упала в 2 раза. То есть по потенциальным возможностям, по тем возможностям, которые она, вообще говоря, способна приносить людям пользу, экономика неоколониального типа приблизительно работает в 2 раза хуже, чем и капиталистическая, и социалистическая. Приблизительно в 2 раза. Вот. Экономика капиталистическая, социалистическая асимметрична. Обратите внимание. Отсюда вполне реально предположить, что если, например, сделать смешанную экономику, смешанного типа, тогда повысится жизненный уровень и производительность приблизительно в 2 раза, что и демонстрирует сейчас Китай. Но следует ли останавливаться на экономике, так сказать, смешанного типа? Я думаю, что не следует. Дело в том, что если, например, гармонизировать, не просто механически накладывать эти 2 административные системы друг на друга, а гармонизировать и товарно-рыночные, и административные рычаги управления, вот тогда получается эффект еще, по крайней мере, в 2 раза будет выше. И такая экономика, если мы построим экономику гармоничного типа, она будет приблизительно в 4 раза более продуктивна, чем в капиталистических странах, и приблизительно в 4 раза лучше, чем народ жил в Советском Союзе. Потому что возможности потенциальные будут
примерно в 4 раза выше. Понятно, что это вот прикидка является очень грубой, тем не менее она показывает тенденцию. Возникает вопрос, но ведь каждая из этих экономик представляет собой замкнутую систему. То есть нельзя, например, взять ту же самую, например, экономику неоколониальную, которая сейчас у нас, и постепенно улучшая одно, другое, третье, вроде, понимаете, переходить к экономике этого типа. Ничего не удастся. Это то же самое, это экономика совсем другая другая система, экономическая система. И поэтому рассуждение улучшим здесь будет лучше. А ведь именно такими являются практически все программы возрождения в настоящее время страны. Все 100% программ. Это значит, что если вдруг мы начнем кормить кота сплошным шоколадом, то через некоторое время он станет тигром. Не станет, это совсем другая биологическая система. И точно так же невозможно, например, взять там, как сказано у Островского, там нос у Петра Васильевича, вот, глаза Ивана Федоровича и так далее, наложить друг на друга, вот будет красавец. Не удастся наложить, не бывает такого, потому что это все экономические системы. И мы об этих экономических системах будем подробно говорить с вами, подробно описывать. Что такое экономические системы? На всякий случай, вот если вертикальный разрез, вот мы видим разделение труда. А если разрез будем делать в горизонтальной плоскости, тогда будут формироваться экономические системы. Что такое гармоничная экономика? Это не что иное, как предтеча коммунистической организации. Но именно той организации, где будут люди жить, как раз так, как мечталось жить. Всегда. То есть оно будет как раз соблюдать все качества, то есть все требования коммунистической экономики вот здесь будут исполнимы. А для этого нужно реорганизовать товарно-рыночные административные связи. Возникает вопрос, а как можно вот из нижней формы организации перейти в верхнюю форму организации? Но понятно, что никакая эволюция здесь невозможна. Я еще раз говорю, чем бы кота не кормили, тигром он не станет. Поэтому эволюционный переход здесь невозможен. А вот целенаправленный как раз переход вполне возможен. Причем не просто возможен, но единственно верным. Оказывается, это вполне определенные реформы. Нужны реформы. Для этого обязательно финансовая система, административного управления, реформа производственных отношений, налоговой концепции. Обо всем мы будем с вами говорить. Как сделать так, чтобы быстро, я подчеркиваю, вот из экономики этого типа перейти в гармоничные организации. Быстро. На самом деле, те мероприятия, которые нужно будет сделать для того, чтобы от нынешней вот такой вот деструктивной экономики перейти к нормально организованной, это можно сделать в течение 3-5 лет, если идти целенаправленно. Вот очень важно. Какие меры для этого конкретно нужно будет делать, мы с вами будем говорить. Еще раз повторяю, если вот эти реформы начинать проводить сейчас, вот, тогда уже, по крайней мере, через 3-5 лет жизненный уровень людей повысится по меньшей мере в 2 раза. Но я думаю, что больше. Но нужны вполне конкретные меры. О них в конечном итоге мы и будем с вами говорить. Но оказывается, здесь еще очень интересная есть закономерность. Вот. Не просто форма организации, вот, но еще, понимаете, формы отношений внутри экономик того или иного типа. Но вот если считать, так сказать, интегральный показатель эффективности, я говорил, потенциальные возможности экономики, например, будем считать, что это ВВП, то в нынешней системе организации капиталистической, например, той же самой капиталистической,
она зависит от очень многих параметров. Здесь получается, значит, и от уровня цен, и от налогообложения, и от административного управления, вот, и от спроса предложения и так далее и тому подобное. То есть, оказывается, параметром управления экономикой капиталистического типа, а тем более неоколониального типа, очень много. Как было в Советском Союзе. В Советском Союзе, по сути дела, многие из этих параметров были стабильными. Например, цены были фиксированными. Оплата труда в среднем, понимаете, она сохранялась. Я имею в виду в среднем, но не для каждого человека. Производственные связи были стабильными. Налоговая система была опять-таки организована нормально. В результате для управления социалистической экономикой, по сути дела, количество параметров было значительно меньше, чем при капиталистической экономике. Именно это давало возможность социалистической экономике лучше управляться. Вот это вот неуправляемая была экономика, а эта экономика была неуправляемой. То есть этой экономикой управляла стихия. Мы сейчас все с вами это наблюдаем. А социалистическая экономика была хорошо управляема. В самом деле, если бы, например, в автомобиле было не 3 рычага, газ, тормоз и сцепление, а, например, 30 или 40, можно ли было бы ездить на таком автомобиле? Разумно? Разумеется, нет. Так вот, капиталистическая экономика как раз, она может управляться только стихией. Поэтому говорят там планирование, да, у них есть какое-то планирование. Но, тем не менее, в основном управляется капиталистическая экономика стихией и не может управляться иначе, потому что слишком много параметров управления. Но нынешние ученые пытаются, чтобы количество параметров уменьшить, каким-то образом, значит, связывать между собой различные параметры. Но, например, определять зависимость. Как, например, там спрос зависит от предложения, например, цены зависят там от времен года и так далее. То есть устанавливать пытаются попарные зависимости. Но попарные зависимости работают надежно тогда и только тогда, когда если менять, например, соотношение между спросом и предложением, понимаете, а денежная масса и прочее при этом должны оставаться фиксированными. Но такого нигде не бывает. Поэтому вот подобного рода вот схемы, которые здесь приведены, равновесные цены, то есть то, чем морочат сейчас голову студентов в экономических вузах, это фактически неработающие системы, они в принципе не могут работать. Да, тенденцию они укажут, но это совсем не рычаг управления. Так вот, при социалистической экономике, я повторяю, многие из указанных факторов были стабильными или не работали вовсе. Так, цены, денежная масса, средняя заработная плата, ставки налогов, уровень инвестиций в социалистических странах дрейфовали мало, а инфляция, судные проценты безработицы были незначительны. И это делало такую экономику неплохо управляемой. Но при этом факторы саморегуляции были сведены к минимуму, то есть все управлялось. А поэтому непродуманные действия властей в позднем СССР оказались не скомпенсированными обратными связями самой хозяйственной системы, что приводило, существенно уменьшало эффективность такой организации. Понимая это, в 60-х, 80-х годах у нас были проведены реформы, так называемая реформа Косыгина-Либермана. Они пытались повысить экономическую самостоятельность предприятий, внедрить стимулирование их деятельности, в том числе сделать так, чтобы появилась прибыль, рентабельность, доход, внедрять элементы рынка. Иначе говоря, вот в такую систему реформы Косыгина-Либермана пытались
значит, внедрить вот сюда, в административное управление, с тем, чтобы вот укрепить рыночные связи. Но, естественно, как тенденция, как стремление вот этому. Но, к сожалению, получалось. Значит, при таком, значит, народное хозяйство стало подчинено закону максимализации прибыли со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом опора на стоимостные показатели объективно переориентировала экономику со снижения издержек, что было в сталинской экономике, на рост доходов. В государстве появилось много денег, необеспеченных товаров, и возник вот тот самый дефицит, который в конечном итоге и погубил советскую экономику. Отсюда выгоды от такой реформы получали некоторые коллективы, но они такие были, понимаете, сиюминутные выгоды. А страдало все общество. И в результате, несмотря на вроде бы прогрессивность желаний, ничего не получилось. Потому что, опять-таки, почему это не получилось? Да пытались построить в социалистической экономике, понимаете, внедрить чуждые элементы, а именно товарно-рыночные элементы. И в результате как бы перестроить эволюционным путем экономику. Результат, например, экономика стала работать в 3-4 раза хуже, чем сталинская экономика работала. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я еще раз повторяю, вот эти закономерности являются объективными. Если вы направили, например, по какому-то пути лодку управления, вот тогда уже у вас получится вполне определенные результаты. И поэтому вот такие вот модные тенденции, давайте внедрем, будем рыночная экономика, либо административная, вот в конечном итоге это не приведут ни к чему. Причина неудачи реформ Косыгина. Вот. Было отказ от изменения основ экономического базиса Советского Союза, системы, потому что прибыль не могла быть целью советской системы. Отсутствие поддержки со стороны партийного руководства. Приоритет идеологии над экономикой, то есть начали вводить капиталистические принципы в социалистическую экономику. И противоречие между директивным ведомственным управлением и элементами самостоятельности предприятий. Все, стройность советской сталинской экономики была разрушена. В самом деле, принесло это колоссальный вред. Так, если прирост национального дохода в СССР до начала реформ 61-65 года составлял 37% в пятилетку за 5 лет, то после с 66 по 70 45 вначале был эффект положительный, а затем начал стремительно падать. И уже 71 и 75 только 32, в следующие пятилетки всего 19. Представляете, в 2 раза, вот изменив философию хозяйствования, в 2 раза получили эффект. При этом я несколько слов расскажу. Итак, неоколониальная экономика – это самая распространенная в мире политэкономическая модель. Она также мало похожа на капиталистическую, как и на социалистическую. Вернее, внешние признаки капиталистических государств у них имеются. И частные собственники присутствуют, и крупный капитал имеет место. И соответствующие капитализму финансовые, налоговые системы и псевдодемократические институты. Я специально использую слово «псевдо», то есть как бы форма демократическая, а по содержанию там демократии не пахнет. Вместе с тем, чиновничье вмешательство в экономику в них оказалось не меньшим, чем было в СССР. Рынок работает плохо, условия для равноправной конкуренции отсутствуют, бесхозяйственность процветает, как и было в Советском Союзе. И на социалистические страны неоколониальные также мало похожи, поскольку в них нет главного – социальности. Демократические институты превращены в фикцию, общественные фонды незначительны, экономика плохо управляемая, а разумное регулирование отсутствует. Поэтому еще повторяю, в экономиках неоколониального типа
сконцентрированы основные недостатки и рыночных административных регуляторов. В Китае смешанная экономика. По реформе Дэн Сяопина Китай модернизировал свою экономику и осуществил рыночные реформы, превратив страну в часть мировой экономики. При этом, значит, создано так, что в Китае рыночные отношения не препятствуют при этом, тем не менее, нарушению эквивалентности товарообмена, потому что я говорил, что экономики наложились друг на друга. Вот. У них они используют тоже повременную форму оплаты наемного труда. Это чисто капиталистическая форма оплаты. Сохраняются неравноправные производственные отношения. Действует та же несовершенная налоговая система, которая развращает чиновничий аппарат. Используется архаичная форма управления со всеми ее достоинствами и недостатками. Поэтому смешанная экономика, я уже говорил, то есть я здесь повторяю, только уточняю. Это, конечно, прогресс по сравнению с тем, что было при капитализме, тем более при нашей неоколониальной организации. Тем не менее, это далеко не предел. В то же самое время в гармоничной экономике мы видим, я уже показывал, что регуляторы эффективно работать могут только сообща. В результате только гармоничное сочетание связей способно формировать гармоничную организацию. И в ней наилучшим образом раскрываются преимущества и компенсируются недостатки как административных, так и рыночных регуляторов. Выводы из этой части доклада. Из сравнения вот этих вот характеристик мы можем сделать выводы, что на самом деле в природе может существовать только 4 устойчивых, стабильных системы организации. Капиталистическая, социалистическая, неоколониальная и гармоничная. Других нет и быть не может. И поэтому, если установить, к какому из типов относится то или иное государство, тогда можно предсказать 80% его качеств, не зная даже, где оно находится и как называется. Понимаете, что дал научный подход вот к такому. Поэтому если только неоколониальная экономика, все, перечисляйте, понимаете, возьмите рыночные регуляторы и считайте относительно. Все недостатки, они будут присутствовать. Если взять неоколониальную, то кроме недостатков рынка еще будут недостатки администрации. Все. Можно просто перечислять, вот они будут в этом государстве работать. И поэтому наша задача как раз строить именно экономику гармоничную. И еще не может быть устойчивой смеси у каждых механизмов, а должен быть сплав. То есть не просто механическое наложение, как в Китае, а нам нужно будет формировать сплав, который придаст новые качества. Это не просто вот наложение друг на друга. Почему я использую сплав слова? Потому что смешанная – это смесь. Вы взяли рыночные административные связи, наложили друг на друга и получили экономику смешанного типа, как в Китае. А сплав – это новое качество. Но известно, что такое сплав. Взяли мягкое олово, взяли мягкую медь и получили твердую бронзу. То мягкое, другое мягкое. Новое качество. И вот здесь будет получаться именно новое качество, о котором мы с вами и будем говорить. Мы сегодня еще посмотрим более внимательно, все-таки проанализируем капиталистический строй. Каковы его характерные качества, как они возникнут, на чем в конечном итоге базируется вся идеология капиталистических государств. На следующем занятии, на следующем
Мы будем говорить о социалистических странах. Рассмотрим, чем, например, сталинский социализм отличался от позднего брежневского, почему сталинский социализм работал значительно лучше и как был разрушен Советский Союз. Экономика неоколониального типа, что она собой представляет, как она работает, и гармоничная экономика. Мы сейчас последовательно каждый из этих типов организации будем рассматривать. Итак, начнем с капитализма. Очень интересная здесь фраза, произнесена лауреатом Нобелевской премии Джоном Кейнсом. Капитализм – это удивительная вера в то, что худшие поступки худших людей тем или иным образом служат общему благу. То есть, иначе говоря, капиталистический строй опирается на худших людей, которые совершают худшие поступки, и считать, что вот худшие люди, совершая худшие поступки, приведут к общественному благу, крайне наивно. Хотя в начале 90-х годов именно вот эту вот идеологию пытались нам внедрять. Итак, в капиталистических странах работают преимущественно горизонтальные рыночные связи, а административные регуляторы ослаблены. Поэтому они сконцентрировали в себе достоинства и недостатки рыночных связей. Я уже об этом говорил. В них царствует доход, а не польза. Эксплуатация, а не справедливость. Больше соблюдаются частные интересы, чем общественные. Превалируют права меньшинства над большинством. Вот вам, пожалуйста, демократия. Главенствует господство и подчинение, а не содружество. Частные потребности граждан удовлетворяются лучше общественных. Вот это объективное качество капиталистической организации. Тем не менее, в настоящее время эти страны достигли достаточно больших успехов. Рассмотрим, опираясь на какие качества, в том числе рынка, было это достигнуто. Очень интересно здесь вот фраза произнесена современным известным экономистом Дженом Гелбрайтом. Фраза такая: жизнеспособность капитализма объясняется тем, что ему удалось отождествить экономический успех с изобилием самых различных товаров личного потребления. То есть, иначе говоря, если сравнить полки магазинов в советское время и полки магазинов, например, в капиталистических странах, то в последних товаров значительно больше. Вот это одно из преимуществ капитализма. При этом порядок и рациональная организация быта обеспечивает комфортность проживания, особенно в Европе. Наука, здравоохранение и образование для богатых успешно развиваются. Производство и технологические успехи оказались передовыми в нынешних капиталистических странах. В результате мы все время их пытаемся догонять. Как это происходит? На чем опирается эта капиталистическая организация? Основными инструментами капитализма являются частная собственность, свобода личности, торговли, бизнеса, ничем не ограниченные цены, всячески стимулируемая конкуренция. Капитализм держится на признании собственной внутренней ценности денег, то есть деньги превратились в фетиш, а не в инструмент, и на либеральной трактовке свободы, рациональности и оптимального поведения хозяйственных структур. Вот это вот объективные качества, на которых в конечном итоге капиталистические страны и основаны, держатся. Таким образом, капитализм основан на том, что он использует самый отвратительный порок человечества – алчность в повседневной практике. И это нашло, как ни странно, алчность, понимание в большинстве стран мира. Потому что алчных людей всегда много. А капитализм полностью в своих тенденциях, подходы, стимулы, они всегда базируются именно
на алчности человеческой. Идеологи капитализма основываются на принципах либеральной доктрины, разработанной Джоном Локом, я уже об этом говорил, и всемирно продвигаемой его последовательностью. Основными инструментами ее является частная собственность, свобода личности, торговли, бизнеса, ничем не ограниченные цены, всячески стимулируемая конкуренция. Капитализм держится на либеральной трактовке свободы, рациональности и оптимальном поведении хозяйственных субъектов. Я об этом уже говорил. Дальнейшее развитие этой теории связано с работами Джона Кейнса, цитату которого я сегодня приводил, который проводил исследования зависимости и пропорций между основными народно-хозяйственными величинами: национальным доходом, сбережениями, инвестициями, совокупным спросом. При этом главную проблему он видел в достижении эффективных общенациональных экономических пропорций и утверждал, что тезис об автоматическом установлении равновесия спроса и предложения работает не всегда, вернее, плохо работает. Продолжателем дела и сейчас самым модным фактически ученым базируется нынешний капитализм на трудах Фридмана, лауреата Нобелевской премии 1976 года, который является родоначальником теории монетаризма. Согласно ей, главным регулятором общественной жизни признается денежная эмиссия. Денежная масса в производстве устанавливается самопроизвольно, а скорость ее обращения меняется мало. Изменение количества денег аналогичным образом влияет на цены товаров. При этом утверждается, что необходимо всячески стимулировать конкуренцию хозяйственных субъектов. И в то же время государство не должно вмешиваться в экономику. Поток ресурсов за пределы страны приветствуется. Вот вам модель нынешней нашей экономики, нашей страны. Повторяю, считается, что для стабилизации цен нужно, чтобы было меньше денег. Вот. При этом стимулируется конкуренция. Считается, что это прекрасный инструмент, и который решает очень много проблем. И что государство не должно вмешиваться в экономику. И так далее. То есть все то, что сейчас реализуется в нашей сейчас стране. И как я уже говорил, вот некоторые страны капиталистические достигают очень интересных результатов. При этом успехи развитых капиталистических стран во многом достигаются не за счет экстенсивного их развития, а в результате организованной ими эксплуатации ресурсного, интеллектуального, финансового и трудового потенциала всей планеты. То есть они процветают не потому, что вот они хорошо организованы, а потому что им удалось организовать эксплуатацию всей планеты. Поэтому наряду с достоинствами такой системы хозяйствования, адаптивность, саморегуляция, активность и прочее, в ней сохраняются все изъяны, присущие рынку. Так, деньги в ней нестабильны, велико имущественное расслоение граждан. Поскольку налоговая система не управляется рынком, она работает плохо. Все управляет личный доход, а не общая польза. Из-за чего потенциальные возможности экономики реализуются далеко не в полной мере. Поэтому считается, что если каждый будет крутиться, работать, мы будем поднимать бизнес, что всем будет, в общем, от этого хорошо. Очень далеко не всегда так происходит. В самом деле, здесь вот очень интересная фраза Генри Форда, о котором я уже рассказывал. Когда дело подчиняется лишь интересам и давлению капитала, оно обречено на гибель по природе своей. При этом эксплуатация населения огромна, а поэтому такие государства нуждаются в неоколониальных странах, в которых можно сбывать избыток продукции,
не обеспеченной покупательной способностью собственного населения. Но, например, представим себе, например, население капиталистической страны изготавливает определенное количество предметов потребления. Но зарплату оно получает недостаточную, чтобы их выкупить. Потому что существует прибавочная стоимость, которая идет в карманы капиталистов. Много потреблять сами капиталисты не могут. Отсюда возникает неизбежно избыточная продукция, которую они куда-то должны сплавить. Вот отсюда возникает потребность как раз в рынках. Все время говорят осваивать рынок, осваивать рынок. Вы часто смотрите телевизор. Происходит это именно из-за того, из-за эксплуатации собственного населения. Но точно так же, как и у нас сейчас в стране. Колоссальная эксплуатация. Об этом мы с вами будем еще говорить. Причем, как волк не способен жить без кровавой пищи, так и капиталистические страны не могут существовать за счет только их самих, их собственных внутренних источников. В результате, опять цитата Фукуямы, очень интересный автор, современное капиталистическое общество потребляет больше социального капитала, чем производит. Социальный капитал – это людей, их здоровье, силы. То есть оно для своего существования потребляет больше сил, здоровья и прочее людей, чем производит. Вот это вот очень важный момент. Но капиталистическая экономика, естественно, родилась на базе феодальной экономики. Вот. И патриархальность феодальных отношений позволила сформировать человеческий материал фактически физически и нравственно здоровый, богобоязненный и честный, который в конечном итоге служит до сих пор базой для всех последующих капиталистических достижений. Отсюда Запад создал себя из материала колоний, без которых его капиталистическое развитие оказалось бы невозможным. В самом деле, в середине XVIII века только Индия давала Англии ежегодно до 2 миллионов фунтов стерлингов, а это были далеко не современные фунты. В феодальной формации человек обладал реальной ценностью, будем считать крепостное право, выражаемое в денежных знаках, за которые его покупали. А поэтому вложения в человеческий капитал являлись непременным условием благополучия его владельцев. Именно поэтому, кстати, при крепостном строе крестьяне жили значительно лучше у нас в стране. И примеров очень много, чем когда крепостничество было ликвидировано. Крестьяне жили лучше, потому что барин о них заботился, он был лично заинтересован. Но как только крестьянин стал свободным, стал наемным работником, сразу получается, что капиталист берет этого наемного работника, все жизненные соки из него потребляет и выбрасывает его. Человек для него не интересен. Поэтому ничего подобного, как забота о людях, нет при капитализме, в котором человек превращается в такой же ресурс, как природа. Поэтому их расходование может быть полным, а процветание не обязательным. То есть нынешняя капиталистическая организация более бесчеловечна, чем когда говорят рабство и так далее. В результате свобода личности трансформировалась в незаинтересованность владельцев средств производства в существовании самих этих личностей. Из-за этого крепостная зависимость феодального периода была несравнимо легче, чем та, которая заменила ее. Капиталистическая экономика базируется на стремлении оптимизировать расходование финансовых ресурсов при всяких хозяйственных операциях. Именно повышению доходности денежных знаков, то есть вспомогательных инструментов торговли,
Я специально говорю денежные знаки, потому что деньги – это не ресурс, это не уголь, не хлеб, это виртуальные условности, о чем мы будем еще говорить с вами. Ей подчинена именно деньгам, подчинены весь конгломерат производственных отношений. Все без исключения виды ценных бумаг в хозяйственной связи. Ей подчинены все аспекты жизни, вся организационная, информационная, политическая, идеологическая база живущих таким образом капиталистических государств. Именно деньгам. Данная целенаправленность способствует прибыльному расходованию денежных средств. Да, каждый раз говорят повышать рентабельность денежную, естественно, но не материальных или трудовых. Обращайте еще внимание. То есть рентабельность, затраты трудовые, либо материальные не играют роли в нынешней экономике, а только денежные факторы. При этом экономическая оправданность стала не польза, а всякая деятельность, приносящая доход, в том числе криминальная. Это привело к росту коррупции, к расцвету преступности во всех капиталистических странах. То, что у нас растет преступность, это всего лишь отображение того, что присуще всем странам. Поэтому возникает вот такая преступность, которая затрагивает все слои общества. А поскольку богатым стать легче, торгуя на мировых рынках, а капитал не имеет границ, в поисках выгоды он может кочевать из одной страны в другую, оставляя после себя заброшенное, разоренное, районы обездоленное население. То есть выгоднее заниматься финансовыми спекуляциями, периодически обрушивая курсы слабых валют и расшатывая экономики слаборазвитых стран. Банкротить и разрушать заводы и фабрики в развивающихся странах, открывая на их место торговые развлекательные центры. Мы это все видим с вами вокруг нас. И это разрушает всю мировую экономику, является главным источником бед не только периферийных стран, но и самих бенефициаров. Но сами понимаете, сколько раз ты убиваешь, а убитым столько сам бываешь. Данное обстоятельство оказывает громадное воздействие на всю структуру экономики государства. В самом деле, если взять доля обрабатывающей промышленности ВВП США сейчас составляет около 12%, в то время как 78% приходится на сферу услуг, развлечения и прочее. Почти 80% всего труда расходуется на развлечения, а на создание всего лишь 12%. Представляете, какова структура? Следовательно, только эксплуатируя экономики всех остальных стран, они могут процветать. Одним из главных факторов, способствующих возникновению деструктивных тенденций в работе экономики доходного типа, является ныне действующая финансовая система. И об этом я уже говорил. В самом деле, деньги были придуманы человеком для справедливого обмена результатами при общественном разделении труда, одного из главных механизмов повышения его производительности. И для этого они были наделены способностью меняться на любые товары. Поэтому основным требованием при нормальном функционировании денег является обеспечение с их помощью эквивалентного товарообмена и услугами между различными хозяйственными субъектами. То есть с помощью денег одни ценности призваны меняться на равные им ценности, без чего общественное разделение труда нормально функционировать не может. Вместе с тем их условность и неопределенность привели к тому, что деньги стали одним из эффективных инструментов извлечения эксплуатационного дохода. То есть деньги стали ничем иным, как инструментом эксплуатации. И для этого использована масса механизмов Соединенными Штатами и капиталистическими странами. В частности, на основе Бреттон-Вудских соглашений в 1944 году, которые заменили финансовую систему
основанную на золотом стандарте, американским долларам было предоставлено право служить резервной мировой валютой при условии их обмена по стабильному курсу на золото. Однако в реальности Штаты всегда воздерживаются от таких операций, даже с центральными банками других государств. В начале 70-х годов эта система была дополнена ямайской валютной системой, основанной на свободной конвертации валют путем биржевых торгов. То есть вот те биржи, которые сейчас говорят, биржевая стоимость, вот они как раз были в 70-е годы внедрена. До этого биржи так не работали. Это опять-таки инструмент эксплуатации развитыми экономиками всех других. Неудивительно поэтому, что отрицательное сальдо внешней торговли США, отрицательное сальдо, это значит, они продают меньше, чем покупают, неизменно растет. Так, только в 2017 году эта страна импортировала товаров и услуг на 2,895 триллионов долларов, в то время как ее экспорт был равен 2,349. То есть внешнеторговый дефицит составил 566 миллиардов долларов. То есть именно на такую сумму Штаты ограбили весь остальной мир. В результате уже к марту 80-го года общий госдолг США перешел отметку в 21 триллион. А сейчас он уже приближается к 27. Это весь долг, государственный долг США. Но отрицательное сальдо внешней торговли свидетельствует о том, что данная страна производит товаров и услуг на сумму гораздо меньшую, чем расходует. Действительно, если в общемировом ВВП ее доля составляет примерно 16%, Штаты производят, а потребляют они 40% от произведенных во всем товаре в мире товаров и услуг. Итак, обратите внимание на эти цифры. Они производят 16% товаров и услуг, а потребляют 40%. Именно иначе говоря, Штаты процветают не за счет каких-то особых, присущих им качеств, формы организации или трудолюбия населения, а путем ординального ограбления всех других стран. И поддерживают таким образом иллюзию, будто если другие страны начнут жить по тем же правилам, что и Штаты, тогда и они достигнут такого же благополучия. То есть это не что иное, как пропагандистский фетиш, который насквозь лживый. Но кроме того, Штатами принят еще целый ряд мер, маскирующих отрицательный эффект от такой внешней торговли. Так, в существующей системе международных экономических отношений главные должники, в первую очередь США, могут произвольно менять размеры своих долговых обязательств. В самом деле, начав со стоимости $35 за тройскую унцию золота, сейчас они снизили золотое содержание своей валюты до $800 за унцию. Было 35, стало 800. Соответственно, в такой же пропорции обесценивались и долларовые резервы всех остальных государств мира. И понизились долговые обязательства перед ними государственной казны США. А у нас сейчас наши монетарные власти всячески стараются наращивать вот эти вот резервы в виде долларов. Ну и вообще иностранных валют. И активно продают золото, которое является стабильной единицей. Но что, в общем, является чистым преступлением перед страной. И таким образом Штаты переложили заботу о поддержании обменной ценности своей валюты на их же кредиторов. Представляете, как хитро все это было сделано? Таким образом, инфляция доллара автоматически понижает госдолг США, нанося дополнительный ущерб кредиторам. Так, только Китай, Гонконг, Тайвань и Сингапур, которые уже накопили свыше 1,5 триллиона своих резервов, несут за счет нее на каждый процентный пункт курса доллара реальный убыток в 15 миллиардов. А всего в 2017 году доллар США
уменьшился более чем в 2 раза. Вернее, на 2%, простите. На 2%. Но особенно большое влияние на внешнюю торговлю стран оказывает ныне действующая система установления курса валют путем биржевых торгов. В результате из эквивалента деньги превратились в ординарный товар, номинал которого устанавливается только их доходностью, спросом и предложением. Этот процесс не только субъективно, зависит от личных интересов всего нескольких тысяч финансовых игроков, но и крайне раним, подвержен неограниченному влиянию извне, далеко не всегда беспристрастному и отражающему реальное состояние дел. Так, после возвращения Крыма, как вы помните, внешнеторговый курс рубля при практически неизменном состоянии экономики России всего за несколько дней упал в 2 раза. Представляете? За несколько дней. А ведь от этого курса зависит существенно вся внешняя торговля страны, а значит и жизнь нашего населения. Вот так взяли и в 2 раза одномоментно понизили. Кроме того, у США имеются и другие средства, чтобы заставлять остальной мир снабжать себя товарами в обмен на ничем не обеспеченные денежные знаки. Заметим, что 100-долларовая купюра приблизительно себестоимость 4 цента. Прежде всего, это эмиссия долларов, которая формирует огромную массу так называемых горячих денег. Евро-доллары, евровалюты и так далее, которые свободно кочуют по всему миру, лишая его всякой логики и предсказуемости. Ведь производить доллары значительно дешевле, чем товары. И если есть желающие за них отдавать реальную ценность, почему бы не пойти к ним навстречу? Представляете, да? В результате сейчас эмиссия ежегодная долларов составляет свыше 1 триллиона. Вот печатают просто ничем не обеспеченные бумажки. Но некоторые делают так, что некоторые страны с удовольствием их хватают и отдают реальные товары. Сами понимаете, это даже не торговля с дикарями за какие-то стеклянные бусы. Вот это еще более цинично. Поэтому не случайно страны золотого миллиарда, в наибольшей степени соответствующие капиталистической форме хозяйства, потребляют ныне 86% мировых ресурсов. В результате остальным 6 миллиардам остается 14% мировых ресурсов. Вот приблизительно такова сейчас идет борьба против того порядка, который был организован прежде всего странами золотого миллиарда и прежде всего США. Поэтому богатые страны, насчитывающие всего 25% населения, расходуют 70% вырабатываемой энергии, 75% металлов, 85% древесины, поглощают 60% всего продовольствия. 25% населения поглощают 60% всего населения. И понятно, что сколько-нибудь разумных обоснований такое распределение не имеет. И это происходит не только из-за организованной ими всемирной эксплуатации периферийных стран, но и из-за того, что последние просто не способны эти ресурсы перерабатывать. То есть наша экономика сейчас приведена к такому состоянию, когда наши природные ресурсы она перерабатывать не может. Вот сделано так. Внутренний рынок их практически скукожился, исчез. Отсюда и вынуждены продавать. Вот такова организация предприятия. Очень большое влияние на современное состояние мира производит вот как раз явление, которое называется империализмом. Вот несколько слов об этом я расскажу. К середине 20 века созрела концепция о глобализации мирового экономического пространства, опирающаяся на современные достижения науки, технологий, образований, связи и коммуникаций. Согласно ей, мировая экономика представляет собой единое целое. Вся экономика представляет единое целое. Узнаете нашу рекламу, узнаете нашу пропаганду, в котором каждая страна, всякое предприятие и объединение
любой человек призван путем конкуренции завоевывать свое место во всемирном разделении труда. Это как раз концепция проповедуется в наших институтах, вкладывается в мозги наших экономистов, вне зависимости от того, какие должности они занимают. Данная концепция представляет мир в виде единой хозяйственной зоны, в которой свободно перемещаются информация, товары, услуги, рабочая сила и капитал, где беспрепятственно распространяются идеи и знания, стимулируется развитие современных институтов и отлаживаются механизмы их взаимодействия. Иными словами, феномен глобализации выводит из числа зависимых экономики за чисто экономические рамки и оказывает заметное влияние на все сферы общественного бытия: политику, идеологию, культуру и мораль. Одной из форм глобализации стал феномен транснационализации, в рамках которой доля производства, потребления, экспорта, импорта и доходов страны зачастую зависит от решений международного центра. То есть так, как нам жить, решаем не мы сейчас, а некоторые международные центры. В качестве ведущих здесь выступают транснациональные компании, которые служат главным действующими лицами интернационализации и структуры, регулирующей политику всех государств. Причем ТНК, как правило, являются национальными по капиталу, но международными по виду, по сфере деятельности. В него к настоящему времени в мире насчитывается около 70 тысяч ТНК, в орбиту которых входит 700 тысяч человек. И они обеспечивают свыше 80% всего мирового производства. И главное, больше всего их сосредоточено в Штатах, естественно, много в Великобритании и в Японии. Главная сфера деятельности ТНК связана с разработкой гипертехнологий, к которым можно отнести всякого рода инновационные проекты, сетевые компьютеры и компьютерные программы. Поэтому они, по сути дела, сейчас являются главным двигателем прогресса. В них используются так называемые фондовые механизмы хозяйствования, что дает им возможность достаточно эффективным быть, о которых я в конце наших лекций расскажу. Прочитаю специальный доклад на эту тему. Поэтому к настоящему времени до 80% всех новейших разработок создаются именно ТНК. Они уже осуществляют свыше 40% промышленного производства мира и обладают примерно такой же долей в международной торговле. Неудивительно поэтому, что именно ТНК контролирует финансовые рынки и во многом определяет облик всей современной мировой экономической системы. В соответствии с идеологией глобализма, основанной на либеральной доктрине приоритета личности над обществом, то есть прав над обязанностями, границы между государствами размываются, всякие защитные их механизмы ликвидируются, а конкуренция становится всеобъемлющей и бескомпромиссной. Для реализации данной концепции были разработаны соответствующие законы, правила, идеологии, организованы специальные международные институты, вроде Международной торговой палаты, как поставщика стандартов для международной торговли, Центра ЮНКВАД, ВТО и другие межправительственные организации. То есть это что? Все остальное проявление этой международной государственности. В результате при капитализме появились недостатки, которые являются присущими ему изначально и в конечном итоге ведут к его гибели. В частности, например, при капитализме руководство предприятиями частной собственности, собственники отстранило от страны работников от участия в управлении производственными процессами. В Советском Союзе, вспоминайте, работали рационализаторы. Мы стремились, в общем-то говоря, чтобы наш вклад, в том числе творческий, в производство был заметен.
При капитализме все вот эти вот люди превратились в обыкновенный рабочий скот. И из активных субъектов жизнедеятельности они сделали большую часть населения пассивными объектами бизнеса. При этом экономика стала в большей мере служить классу бизнесменов, чем общество. Это разъединило людей, сделало разнонаправленными цели различных социальных групп. Безудержная конкуренция между работниками разделила их на враждующие классы, препятствует их консолидировать свои усилия для достижения общих результатов. Более того, дефицитность денег, неизбежный спутник капиталистических отношений, способствует увеличению их доходности и с неизбежностью замораживает производство. Как известно, деньги – это кровь экономики, а малокровие еще никому не приносило пользу. С его помощью можно будоражить организм, управлять им, но нельзя делать его здоровым. Социальная напряженность, криминальность и коррупция являются высокими. Итог, резюме. В результате всех описанных процессов современное состояние мировой экономики крайне нестабильно и чревато глобальными последствиями. Ее эффективность, несмотря на весомые достижения науки и технологий, манипуляции со статистикой и отчетностью неуклонно падает. Отсюда все больше стран мира уже не могут достойно содержать себя и свое население. Растут региональные и межгосударственные противоречия, множатся конфликты, возникают цветные революции, протесты желтых жилетов и вооруженные разборки. Набирает ход преступность и терроризм. Это естественный процесс ныне существующей ситуации. Так, если даже в развитых странах заработки работающих очистить от инфляционного навеса, тогда они не только не увеличиваются, но зачастую падают. И в Штатах, как известно, за последние годы реальная покупательная способность доллара внутри и жизненный уровень падают, а не растут. Что же тогда говорить о других менее развитых странах? При этом исполнение общественных функций производства нивелируется. Вместе с тем, как сказал Генри Форд, смысл существования предприятия не в добывании денег для капиталиста или рабочего. Капиталист и рабочий одинаково недальновидны, смотрят на предприятие совершенно одинаково. Они расходятся только в том, кому принадлежит прибыль. В соответствии с природой рынка, лежащего в основе капиталистического государства, оно жестоко, разрушительно, извращает все истинно, чем начинает управлять. Административное служение общества при нем преобразуется в бизнес, становится ординарным инструментом извлечения чиновниками личного дохода. Коррупция. Культура из фундамента ценности народа, средства воспитания его духовности и нравственности превратилась в поп-культуру, то есть в явление, удовлетворяющее низменные инстинкты наиболее массовых слоев населения. Наука из института познания мира превращается в институте его закабаления. Из-за этого возникла невиданная концентрация капитала в немногих руках. В результате 82% всех мировых богатств принадлежит 1% населения Земли. По данным исследовательской компании, ныне существует 2473 долларовых миллиардера, которые обладают состоянием 7,7 триллиона долларов. И только за 2017 годы их активы увеличились еще на 762 миллиарда. Мир лихорадит, всем становится хуже. А количество долларов миллионеров, миллиардеров неуклонно растут. В этой связи социальное неравенство оказывается чрезмерным. Природные человеческие ресурсы потребляются варварски. При совершенствовании производства не увеличивается свободное время людей, как должно было бы оно быть,
а возрастает безработица. И происходит это от того, что цена рабочей силы не связана впрямую с ее продуктивностью. Об этом мы с вами еще будем говорить. А поэтому успехи развития производства в основном достигаются работодателями, а не работниками. Это явилось главной причиной так называемых кризисов перепроизводства, неоднократно потрясающих всех капиталистический мир, которые на самом деле являются кризисами падения доходности капитала. В результате все большая часть населения и целые страны оказываются лишними, невостребованными такой экономики. В соответствии с либеральной доктриной бизнес является свободным и не исполняет в должной мере свои обязанности ни перед населением, ни перед обществом. При этом главный упор в такой экономике делается на животные качества людей, на их эгоизм, жадность, трусость, жестокость, слабость, страх и покорность, а не на возвышенную честь, достоинство, совесть. И это не может не уродовать человека, лишать его силы, разрушать культуру и нравственность. Так, по данным исследовательского центра Inquiry, более 50% американцев до 44 лет не прочитывают в год и одной книги. Более 50% до 44 лет не прочитывают в год и одной книги. Согласно исследованию профильного агентства Самхуа, свыше 25 американцев в возрасте до 18 лет имеют отклонения в психике. Свыше 20% американцев до 18 лет имеют отклонения в психике. 25% девушек-подростков в США приобретают, по крайней мере, одно венерическое заболевание. Вот такова нравственность. Я вспоминаю историю, когда вдруг был в городе, в одном из крупнейших городов Штатов однажды на ночь погашен свет. Вот, народ кинулся грабить магазины, потому что все охранные вещи были аннулированы. То есть, если можно, например, пограбить, и ничто за это не будет, вот народ с удовольствием этим будет заниматься. Таким образом, аморальность является неотъемлемой частью капитализма. Так Томас Мальтус, который в начале XIX века был в Англии одним из наиболее читаемых авторов, писал: «Человек, пришедший в занятый уже мир, если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, общество не в состоянии воспользоваться его трудом». Обратите внимание, не имеет ни малейшего права требовать какого-то бы ни было пропитания. И в действительности он лишний на земле. Природа повелевает ему удалиться и не замедляет сама привести в исполнение свой приговор. А Фридрих Ницше сказал короче: падающего толкни. Поэтому то, что творится сейчас у нас в стране, это не какой-то, понимаете, так сказать, злой умысел или что-то такое. Это естественное качество ныне существующей экономической организации. При этом предельно жестокая, не знающая поблажек и компромиссов конкуренция приводит к тому, что от нее вреда становится больше, чем пользы. Подводя итог всему здесь изложенному, можно утверждать, что капиталистическая экономика на самом деле вобрала в себя все достоинства и недостатки рыночного механизма. Поэтому сейчас миллионам людей угрожает агрессивность разнузданного капитализма. Это было сказано значит, Папой Римским. И так оно и происходит. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, готов на них ответить.
Большая благодарность вам, Владимир Емельянович. Замечательная лекция, очень интересные факты, очень интересные материалы. Ну, я просто под впечатлением. Особенно вот цитатник ваш, это надо записывать и использовать, разговаривая с товарищами, которые считают себя во власти. Ну, я эту презентацию помещу, так что там это описано еще более подробно, чтобы эти цифры были просто не на слуху, а можно было их взять, эти цифры. Так, Владимир Емельянович, можно? Конечно. Здравствуйте всем. Слепко Елена Николаевна. Меня вот заинтересовал такой момент. Значит, прошла информация, что был, ну, как сказать, не знаю, совет, решение всемирных банкиров. Это произошел Базель-3. И, так скажем, была произведена революция в экономическом мире. То есть в каком плане? Если в 1945 году доллар был мировой валютой, был признан, сейчас золото из из металла тоже его признали валютой. Но вот была информация о том, что теперь как раз вот доллар будет падать, и почему сейчас все вот происходит, вот эти все катаклизмы, войны и так далее. Америка пытается поддержать свой доллар, который только поддержан нефтью, а рубль русский, ну, вроде как должен поддерживаться, даже точнее сказать, не русский, а советский рубль поддерживается золотом. Только мы вместо этого советского рубля получаем эти так называемые билеты Банка России, значит, бибарики. Я тоже наблюдать стала, вот после того, как прошла вот эта информация про Базель-3, действительно, золото сейчас поднялось в цене практически в 2 раза вот за эти 2 года. То есть сейчас происходят, ну, какие-то процессы интересные, вот именно в экономическом плане. И была информация, что Россия начала наращивать свой золотой запас. Вот как-то вы можете вот такие вещи прокомментировать? Но я попытаюсь. У вас здесь вы сразу затронули очень много важных вопросов. Вот. Ну, во-первых, по поводу Базеля-3. То, что там сидят, в общем-то говоря, не глупые люди и понимают, что если прежний сценарий без всякого изменения продолжать, то дело кончится, в общем-то говоря, катастрофой, они понимают. Уже начинают понимать, что сосредоточение всех мировых богатств, рычагов управления в немногих руках в конечном итоге приведет к взрыву, от которого вряд ли, понимаете, вот эти вот самые богатые люди выживут. Это они тоже понимают. И поэтому ищут пути. Более того, вот даже ставится вопрос о том, чтобы все-таки в какой-то степени вводить социальность в производственные отношения и так далее. Но дело в том, что, понимаете, это пока еще благие намерения. Все определяется в конечном итоге природой капиталистической организации. Природа, вот объективные качества природы капитализма я попытался сегодня перечислить. Они все равно останутся. Поэтому какие бы благие намерения не были, на что-то они могут повлиять, но принципиально ни на что повлиять не могут. Теперь по поводу наращивания золотовалютных запасов. В прошлом году, насколько я помню, значит, мы продали золото порядка на 300, свыше порядка 300 с лишним тонн. Вот. То есть золото очень активно продается сейчас. Почти все золото, которое у нас сейчас добывается, активно продается в Англию. Я подозреваю, почему это происходит. Потому что наши новориши, которые украли и вывели свои деньги, значит, за рубеж, понимая, что в виде долларов, которые будут падать, хранить их невозможно, вот они специально для себя переправили наше золото, чтобы их сделать, свои запасы золотыми. Поэтому тенденция, о которых вы говорили, значит, золото растет в цене уже не 1 десяток лет. Вот, оно бывает быстрее, медленнее. Но вы знаете, как-то в мире очень интересно. Понятно, куда идет, но каждый твердо уверен, что с ним обойдется. Поэтому, если возникает желание получить сиюминутную выгоду, даже несмотря на то, что это привезет большой вред в будущем, очень многие перед этим искушением устоять не могут.
Поэтому еще раз говорю, вот такая эволюция, которая сейчас происходит, она, конечно, лихорадит, она очень опасна, потому что в таких случаях могут быть любые эксцессы, любые. И мы поэтому находимся сейчас в очень опасном положении.